Одно из главных направлений нашей деятельности – это сохранение татарского языка и культуры. Ну, в этом вопросе без Тукая нам, никак. Габдулла Тукай – самый великий, значимый поэт татарской нации. На него мы ориентируемся, на него равняемся. Эй, Тугантель, эй, Матуртель, әткей, әнкейнің теле, дөньязда күп нәрсә белдем, мин Тугантель аркылы. Мы съездили к нему на родину, Арский район, там, где он жил, там, где он ходил по этим улицам, вдохновлялся, пил воду из родника деревенского. Все это, конечно, очень душевно. Я бы рекомендовал всем туда поехать и с особым настроением там погулять не спеша. Там хорошо организован музей, его дом, быт. И вот у нас организация татарская, мусульманская. Одно из главных направлений нашей деятельности – это сохранение татарского языка и культуры. В этом вопросе без Тукая нам, никак. И вот настало 26 апреля. Не случайно этот год, 140 лет, выбран годом поэзии Габдуллы Тукая. Мы этот день, 26 апреля, начали со сбора около памятника Тукая в Москве. Там, организовали это мероприятие полномочное представительство, там почитали стихи, все собрались, сфотографировались. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән якынланып, сызылып чыга күңелне. Это памятник находится в центре города, в Замоскворечье, и многие люди, идя на торжество или же на свадьбу, обязательно там потом оставляют цветы. После этого памятника мы поехали на природу. Такой у нас был пикничок на природе, где-то в районе 70 человек. И я так заметил, что вот эти люди, 70 человек, это не только люди, неравнодушные к татарскому языку, но и неравнодушные были к поэзии Габдуллы Тукая. Читали стихи, еще раз всем мы напомнили сложную биографию его, как он жил, где он родился, в какой семье рос. Многие сказали, мы знаем, но еще раз с удовольствием послушали. Мы, конечно же, собрались в нашем дружном штабе. Наши активисты подготовили квесты, вопросы по изучению биографии, выступали со стихами. Всем победителям мы приготовили сувениры, подарки. И вот в штабе уже мы еще раз поговорили про Габдуллу Тукая, рассказали стихи и попели песни. И мы за вечер трижды, когда собрались в середине вечера и расставаясь, конечно, опять все дружно спели «Эй, Тугантель, эй, Матуртель». Вот так у нас прошел 26 апреля. Как-то он запомнился, как будто Габдулла Тукай – это наш друг, наставник, сосед, как будто он наш близкий человек. У нас на площадке штаба было в районе где-то 80 человек. Прошел он очень не только весело и азартно, но он прошел как-то содержательно, идеологически, насыщенно. Поэтому мы очень надеемся, что Габдулла Тукая мы еще не раз вспомним, будем вспоминать, будем о нем говорить. И всегда
свои встречи, вот уже 30 лет, мы начинаем с его слов и заканчиваем также его словами. Есть такое выражение, говорят, вишня на торте, или говорят, композиционная законченность. И вот в конце вечера для нас полным сюрпризом, неожиданным приятным сюрпризом, что наш, именно наш музыкант в стиле рэп исполнил песню Габдулла Тукай. А потом мы трижды ее все вместе дружно спели. И теперь всегда ее будем петь. Габдулла Тукай, мені бетенесі тыңлышын кемін татар малай. Тукай, бетенесі мені тыңлышын кемін татар малай. Габдулла Тукай, мені бетенесі тыңлышын кемін татар малай. Бұл юбилей біздің яратқан шагері біздің, әрі бетін халықтың еректерінде біздің. Сен тыңла біздің яңа заманада, бітен юг шагерлар, оның дәрежесінде. Ну, всегда должны быть планы о завтрашнем дне. И нужно строить планы. Вот 150 лет Владимир Владимирович Путин уже подписал указ, это будет всероссийский праздник Габдуллы Тукая. И к тому времени нашу молодежную песню в стиле рэп мы споем еще с более молодежным азартом.